Дутар. Его мелодия вплетена в жизнь каждого уйгура. Летописец минувших дней, певец сегодняшних, Дутар – символ нации. Недаром сложилась поговорка: если уйгур пишет стихи, воспевает Дутар, а возьмет в руки кисть, изобразит Дутар. Слушайтесь. В напеве Дутара биение сердца этого древнего народа. Borunu bazağa pürüsletip, ançımınç bir nerçik geleyi güzel. Haydi hadisi, bir çini kaynaksı bilen, bir parça kömeşten sınırı zoluk bulam de. Почти 50 лет не сходит со сцены Республиканского уйгурского театра спектакль «Анархан». Воскрешаются скорбные страницы прошлого. Народные артисты Казахской ССР Махпир Бакиев и Рушангуль Илахунова, их молодые коллеги, повествуют о бесправной жизни, трагической судьбе уйгуров в прошлом. Ay kızım, ondaq değişki bolam deken. Burunqı zamanda roz tutmağalarını deydik. Olmasa bizge nemi deysiz? Biz qoğmuşluğuna ütümüz. Xudayım sizlərinin bəxtinlarını bəsi boladı o igəki. Ondaq ma bolamız mı? Ayerey balağa kılayımız mı? Japani tolata etip ayerey Одним из тех, кто призвал их к борьбе, повел народ за собой, был Абдулла Розбакиев. Это их назвали рыцарями революции. Русских, казахов, уйгур, рядовых славной Ленинской гвардии, утвердивших в Казахстане власть советов. Сегодня имя верного сына уйгурского народа, большевика Розбакиева, носит одна из улиц Алматы. Когда на страну ополчились фашистские орды, в ряды ее защитников стали и представители уйгурского народа. Они с оружием в руках героически сражались за каждую пять священной советской земли. Одному из многих, старшине Максиму Якубову, за героизм, проявленный в 1943 году при освобождении Киева, присвоено звание Героя Советского Союза. С орденом Отечественной войны и многими медалями на груди вернулся с фронта Мухаммед Жамиров. Более 20 лет работает он на столичном заводе «Поршин». Сейчас ветеран труда и войны, наставник молодежи. На заводе «Поршин» трудятся представители свыше 20 национальностей. Среди них более 100 рабочих уйгур. Инженер-коммунист Мухамеджан Хаиров возглавляет гильзовый цех. Производственные процессы были автоматизированы здесь в числе первых на заводе. Большой и сплоченной интернациональной семьей живет и трудится коллектив ковровой фабрики имени Терешковой. И ковры, сотканные из разноцветных нитей, также прочны и прекрасны, как дружба советских народов.
На 5 языках ведет свои передачи республиканское радио. Алматыдан сөйлейміз. Уйғур тілді берілдіған нөбеттік аңылтышымызды башлаймыз. Сегодня диктор уйгурского вещания начал новости дня сообщением из колхоза имени Свердлова Уйгурского района. Атақлық рәйіс Мірзігүл Насиров башқұрып атқан егілікті әмгектің шөһрәт қазанған дехалла көпләп санылды. Мәселен, Қазақ СССР Али Советі Президиумының әсасы Гүлнар Розахунова, около 30 лет руководит этим колхозом кавалер 3 орденов Ленина Мирзагул Насыров. Мұныңдың 50 жыл бұрын Иқватқан Чарын дариясының бойда 50 лет назад, когда был организован колхоз, мы имели в хозяйстве всего 22 лошади, 1 плуг, 32 барана. А сейчас в хозяйстве свыше 100 автомашин, 150 тракторов, 40 комбайнов и свыше 500 прицепных агрегатов. Колхоз ежегодно продает государству более 10 тысяч тонн кукурузы и столько же другого зерна. Выполняя продовольственную программу страны, мы освоили 1000 гектаров засушливых земель. Колхозники живут в хороших условиях. В этой пятилетке планируем построить школу и крупнейшую в области сельскую больницу, на сооружение которой отпущен 1 миллион рублей. Мұшы жылей, хава райының құрғақшылыққа қармай, біздің Свердлов намдыкі колхозның колхозшылары 11 мың тонна көмі қонақ денini işlep çıkıp, memleketimize 10.500 tonna aşık sattık. Bizning kolxozimiz ozıq tülük programmasını əməl qaşırışıda moşu 5 yıllıqның axırgıça yana 1000 gektar şortanlıq bilen sazıqlanıp qurtmaqdımız. Qışlağımızını texmi yaxşı göllendiriş üçün biz məktəb salmaqçımız. Алматы облысы boyunca birinci rət 1,5 milyon so'mga больница selishqa kirishdik. Bu больница moşu 5 yıllıqның axırgıça tügəl bilen paydalanışqa verilmek. Колхоз имени Свердлова – один из лучших в республике и по животноводству. Крепкая кормовая база позволяет постоянно наращивать продуктивность отрасли. Средний показатель по колхозу – 3,5 тонны молока от каждой коровы. А кавалер орденов трудовой славы 2 степеней доярка Кульхан Алибекова ежегодно получает по 4700 килограммов молока от каждой из 34 закрепленных за ней буренок. Десять лет назад в колхозе была создана утиная ферма. Сейчас она ежегодно приносит 500 000 рублей чистого дохода. За счет утиного мяса хозяйство ежегодно сберегает 20 тысяч ягнят. И все-таки главное богатство колхоза – кукуруза, янтарные початки лучших гибридных сортов. Хозяйство обеспечивает семенами десятки целинных совхозов, помогая им в создании гарантированных запасов кормов для растущего животноводства. В колхозе немало признанных мастеров своего дела. К примеру, депутат Верховного Совета Казахской ССР Гульнара Розахунова. Со своим мужем Тохтахуном Касымовым она собирает с каждого гектара по 5 тонн сортовых семян кукурузы, а это около 30 тысяч рублей годового дохода. С каждым годом благоустраивается, становится краше село Чунжа, центр Уйгурского района. Растет число современных зданий, открываются все новые культурно-бытовые учреждения.
Вот, скажем, детский сад. С первых лет жизни познают ребятишки законы великого братства людей. О нем поет сейчас Дутар. Заботы и дела сельчан волнуют члена Центрального комитета Компартии Казахстана, первого секретаря Уйгурского райкома партии Ашима Арзиева. Біздің районның шарайында ең мұхим проблеманың бірі су мәселесі. Суның yetişmezliğinin rayonda 200 bin gektar Karadağlar өлкесі күні бүгінгіше толық пайдаланышын тәмін етелмей келіп отырмыз. Но бірақта район әмбәшілер бұныңға қол қойштырып отырған жоқ. Кейінгі жылдарда ер асуларының пайдаланышқа чоңылған. Одна из главных проблем района – вода. Недостаток ее не позволяет нам полностью освоить Карадалинский массив, площадь которого составляет 200 тысяч гектаров. В последние годы мы сумели во многом решить эту проблему за счет использования подземных вод. Это создало условия для развития животноводства в районе. План продажи государству мяса, шерсти, молока и прироста поголовья скота перевыполнен. На этой первой в районе механизированной откормочной площадке норма суточного привеса составляет 550-600 граммов. В результате только эта площадка дает государству около 12 тысяч центнеров дешевого мяса ежегодно. Задача сегодняшнего дня – дальнейшее освоение новых земель, повышение продуктивности пастбищных угодий. Это позволит сделать новый шаг и в развитии овцеводства. Депутат областного совета, кавалер 2 орденов Ленина Салим Чормаков, получив от каждой сотни овцематок по 181 ягненку, стал победителем социалистического соревнования. Он обучает чабанскому делу и своего сына. Совхоз имени Абдулла Розбакиева – хозяйство молодое, идущее в ногу со временем. Сегодня перед поездкой на сессию сюда для встречи с избирателями пришла депутат Верховного Совета Казахской ССР Гульнара Розахунова. Нужно выслушать наказы земляков, досконально узнать жизнь нового совхоза. Ведь обязанность депутата – служить людям. Дочь уйгурского дихканина, член парламента республики. Она принимает участие в решении вопросов государственного значения. Гульнара хорошо понимает, что только благодаря ленинской национальной политике и нашей партии она обрела это высокое право. Ведь ее судьба только одна из примет сегодняшнего расцвета нации.
yoshga kelguncha bir oyda maktab ko'ribdim. Endi o sabab qandaq desak, Детство мое совпало с трудным периодом в истории нашей страны. Шли первые послевоенные годы. Мои родители были чабанами. Я по мере возможности помогала им, поэтому рано узнала цену труду. А школу закончила вечернюю. В 18 лет вышла замуж, переехала в колхоз имени Светлого. Сложа руки и здесь не сидела. Работала на прополке, на таку. А когда дети подросли, возглавила кукурузоводческое звено, и вот уже 13-й год тружусь здесь. Родители мои сейчас на заслуженном отдыхе. Живут с моим младшим братом. Живут хорошо, обеспеченно, получают пенсию, воспитывают правнуков. Мне не было 40, когда я стала бабушкой. Подруги шутят: молодая бабушка. А я горжусь этим и не представляю своей жизни без внуков. Куда бы ни поехала, очень скучаю по ним. Но как бы там ни было, а для своих родителей бабушка Гульнара всего лишь старшая дочь, одна из 6 детей Ахсакала Рузахона. У него, ветерана Великой Отечественной войны, спокойная, счастливая старость, уважение односельчан, любовь и забота большой семьи, в которой растут 32 внука и 7 правнуков. Во всех уйгурских селах имеются школы, где преподавание ведется на родном языке. Совсем недавно сдана в эксплуатацию эта новая на 600 мест школа в районном центре. Здесь преподают выпускники уйгурского отделения Казахского педагогического института имени Абая. Уйгурский сектор имеется и в Союзе писателей Казахстана. Возглавляет его известный писатель Джамал Бусахов. Национальная по форме, социалистическая по содержанию уйгурская литература, основателями которой были такие классики, как Изим Искандеров, Омар Мухаммадиев, значительное свое развитие получила после Великой Октябрьской революции. Наши писатели активно работают над созданием своеобразной художественной летописи современности. Уйгурские читатели на родном языке знакомятся с произведениями Пушкина, Лермонтова, Ауэзова, Мусрепова и многих других мастеров русской и советской литературы. Литературные произведения, получив здесь путевку в жизнь, печатаются на республиканской книжной фабрике «КТАП». Выходящая в Алмате газета «Коммунизм Торы» – межреспубликанские издания. В ней наряду с другими материалами публикуются и новости науки. Слово члену-корреспонденту Академии наук Казахской ССР Хожахметову Садвакасову.
связи с созданием в 1949 году при Президиуме Академии наук Казахской ССР специального сектора по изучению уйгурской культуры, центром советского уйгуроведения становится Казахская Республика. Этим отделом издан ряд важных работ, среди которых особого внимания заслуживает, например, капитальный двухтомный труд «Современный уйгурский язык», коллективные и индивидуальные монографии, сборники научных статей, словари и так далее. И среди уйгуров известные ученые, доктора наук, работающие почти во всех областях науки. Это Азиз Нарынбаев по философии, Саид Джамал Карабаева в области медицины и другие. Сара Ибрагимовна Карабаева – первая уйгурка, ставшая доктором медицинских наук. Она возглавляет отдел патофизиологии Центральной научно-исследовательской лаборатории Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института. Сегодня Сара Ибрагимовна со своими коллегами и учениками исследует формы и влияние лазерных лучей на организм. Развитие образования и науки, расцвет литературы и искусства – этим путем прошли за годы советской власти десятки ранее бесправных народов страны. Сегодня в Республиканском уйгурском театре торжество. Виновница его – народная артистка Казахской ССР Рушангуль Илахунова, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и знак почета. Ею вписано немало ярких страниц в историю уйгурского советского театрального искусства. Когда речь заходит о Национальном уйгурском театре, нельзя не назвать одного из его основоположников, известного композитора, профессора Кудуса Кожаньярова. Его оперные произведения вошли в золотой фонд музыкального искусства Казахстана. А пластинки с песнями в исполнении уйгурских певцов расходятся многотысячными тиражами. Мирные будни, вдохновенный творческий труд сделали жизнь сельчан изобильной, духовно насыщенной. В день серебряной свадьбы инженера Абдуна Мурдинова исполнилось полвека счастливой супружеской жизни его отца Бабдуна и матери Жанархан. Мәңгі бір соқсын яри ішке қошырек Хей, 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 қадамлы құтылы Тойла мұбарек Мәңгі бір соқсын яри ішке қошырек И в этот же день младший брат Абдуна Пундаш привел домой свою невесту. И 3 свадьбы, 3 праздника слились воедино. Разве может молчать в такой день Дутар?
Не о таких ли временах мечтал выдающийся сын уйгурского народа, поэт и философ Юсуп Хас-Хаджи Баласагунский, когда 9 веков назад писал свою знаменитую «Науку быть счастливым». Дутар. В его вечно молодых мелодиях биение народного сердца. Он вдохновляет певца, заставляет задуматься поэта, отзывается в чуткой душе известного советского художника, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Рашида Юлдашева. Древний уйгурский дутар поет о счастье.